Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми-Республиканский институт развития образования. В преддверии нового учебного года мы проводим очень важный онлайн-семинар, который посвящен актуальным направлениям воспитательной политики. Осталось совсем немного времени, когда вы, уважаемые педагоги, уважаемые руководители образовательных организаций, встретитесь с самым прекрасным, что мы сопровождаем, это, конечно, наши дети. Мы понимаем, что перед нами поставлены очень важные задачи. Сегодня меняется наша геополитическая ситуация, и у каждого педагога очень важная миссия. Сегодня вы должны донести не только информацию, но и создать то уникальное пространство радости и счастья в своих образовательных организациях, которое прежде всего определяет, что мы граждане Российской Федерации, что мы живем в Республике Коми, и мы действительно сегодня понимаем и осознаем ту ответственность, которая перед нами, перед гражданами Российской Федерации, определяется как важная именно воспитательная задача. В наших образовательных организациях мы создаем благоприятный школьный климат. И наши дети, наши родители со всеми вопросами должны знать, к кому обращаться. Прежде всего, к нашим педагогам, к нашим руководителям. Поэтому сегодня, когда мы вместе с вами будем рассматривать актуальные вопросы воспитательной политики, мы должны понимать, все, что мы сегодня рассматриваем, это ресурсы и возможности, которые вы, уважаемые наши коллеги, педагоги, должны использовать. А как использовать? Вот это задача, которая стоит перед Институтом развития образования. На уровне Российской Федерации сегодня очень много создано федеральных инструментов для формирования благоприятного школьного климата. И мы в рамках нашего онлайн-семинара постараемся еще раз вас проинформировать, нацелить на решение не проблем, а на решение очень интересных профессиональных задач, которые связаны именно с воспитательной политикой. Да, мы в преддверии нового учебного года приняли решение, сегодня, 30 августа, собрали именно вас, уважаемые педагоги, чтобы обсудить вопрос, связанный с безопасностью детей и подростков в интернете. Мы еще раз вам напомним о тех изменениях, которые произошли в летний период, которые связаны с программами воспитания. И мы рассмотрим вопросы актуализации программ воспитания. Ну и, конечно, благодаря именно нашему федеральному центру мы вас проинформируем о реализации занятий, внеурочной деятельности, разговора о важном. Это удивительный проект, и благодарю всех, кто принимал участие в этом проекте в летний период. Мы встречались каждый понедельник в августе, и наши встречи будут продолжаться. Мы будем вместе с федеральным центром представлять именно тот методический материал, который будет являться вашим инструментом для работы. И, конечно, очень важно, что именно этот проект 5 сентября, он открывается нашим первым уроком внеурочной деятельности, о котором тоже мы сегодня расскажем. И как будем сопровождать этот проект, мы вас подробно проинформируем. И, конечно, вопросы государственной символики. Мы понимаем, что рекомендации, которые поступили во все образовательные организации, они должны быть исполнены. Но сегодня мы поговорим именно о ценностных ориентирах обучения и воспитания детей и молодежи в образовательных организациях и постараемся до вас донести очень важный контекст, который как раз связан именно с пониманием государственной символики, символов нашей великой страны, как о них рассказать нашим юным детям, нашему юному поколению, чтобы вы сами вспомнили и знали все наши государственные символы, и, конечно, как методически правильно выстроить работу с нашими родителями. Да, мы понимаем, что миссия у нас с вами в этом году, она усложняется с точки зрения того, что мы создаем воспитательное пространство
именно с точки зрения тех важных процессов, которые происходят в нашей великой стране, мы понимаем, что все вместе, а именно и педагоги, и родители, и обучающиеся, сегодня включаются именно в процесс обновления системы воспитания. И в рамках поручения президента Российской Федерации особое внимание именно в этой деятельности, конечно, уделяется функциям классного руководителя. Поэтому мы надеемся, что вместе с нами сегодня присутствуют классные руководители, и мы вместе с вами сегодня будем рассматривать вопросы, которые именно требуют, как говорила президент, особой поддержки. И мы предоставляем именно эту методическую поддержку. Да, сегодня ключевые аспекты системы воспитания, мы все это понимаем, они связаны, конечно, с обновлением содержания воспитания. Первое, что мы должны сегодня принять именно как данность. Обновлены программы воспитания. Все обновленные программы размещены на едином федеральном ресурсе. И мы понимаем, что нам предстоит в ближайшие буквально, наверное, недели работа по изменению программ воспитания. Многие школы, многие организации разных уровней, они уже приступили к обновлению программ воспитания. Мы сегодня этому будем уделять наше внимание. Поэтому, конечно, если говорить о работе с родителями, мы будем сегодня как раз различные аспекты рассматривать, как необходимо выстроить работу, именно связанную с воспитанием, не только с обучающимися, а как необходимо работать с семьей. Конечно, очень важно, что сегодня в центре внимания обновление образовательной среды, но и развитие воспитательной среды. На уровне Российской Федерации сформированы ключевые тренды обновления воспитательной среды. Прежде всего, мы должны понимать, что мы объединяем воспитательное и образовательное пространство. Сегодня любая образовательная организация – это центр и образования, и воспитания, и просвещения. Да, нормативно-правовая основа этого единства, она представлена через программу воспитания, но мы хотим вам напомнить, что в каждой образовательной организации будет реализован календарный план воспитательной работы на основе именно федерального календаря образовательных и воспитательных событий, в том числе включая мероприятия воспитательные, образовательные, которые вы имели возможность включить в данный план. Поэтому единый календарь воспитательных событий. Это очень важно. И, конечно, с исключением региональных особенностей именно образовательной организации. Что очень важно, если мы говорим о принципах воспитания, и вот, коллеги, вы видите на слайде, мы должны понимать, что для нас дети, для всей системы образования это важнейший приоритет государственной политики. Поэтому в центре нашего внимания это формирование духовно-нравственных ценностей у каждого ребенка и профессиональная попытка мотивировать наше родительское сообщество на включение именно в эту работу. Потому что духовно-нравственные ценности, конечно, формируются в семье, и мы должны это понимать. И поэтому работа с родителями, она сегодня приобретает особое значение для каждого педагога. Потому что базовые российские ценности, которые заложены именно в Конституции Российской Федерации, они и определяют структуру каждой образовательной программы в наших организациях. Что еще очень важно? Конечно, это инклюзивность. Это очень важный принцип нашей системы воспитания. Это равные возможности воспитания для всех, для каждого ребенка. Поэтому для нас субъектами системы воспитания, первое, являются дети, и мы об этом сегодня будем говорить, родители,
Очень важно сегодня рассмотреть возможность принимать участие в родительской академии на уровне республики. Такая возможность есть. Мы должны понять, надо просвещать наших родителей. И поэтому несколько тем в рамках проекта «Родительская академия», это проект республиканский, они будут как раз касаться формирования духовных нравственных ценностей. Мы сегодня, конечно, будем говорить очень кратко, но и о конкурсе «Большая перемена», и о программе «Орлята России». Ну а наши педагоги, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что да, у нас творческая профессия, мы постоянно находимся в зоне профессионального роста, развития, а значит, и мы тоже вместе с вами являемся субъектами системы воспитания. И, конечно, наши педагоги, вы, уважаемые, в этом году будут продолжать принимать участие в различных профессиональных событиях, о которых мы тоже сегодня будем говорить. Это не только наши методические события, но это и конкурсы, фестивали, где мы выявляем лучшие практики работы с нашими детьми. Ну и, конечно, я хочу внимание обратить на те тренды, которые сегодня рассматриваются именно в рамках различных проектов, как основа для перспективного роста наших школ. Это и создание штаба воспитательной работы в образовательных организациях. Это обязательное создание методических объединений классных руководителей в каждой образовательной организации. Да, у нас очень активное республиканское методообъединение. Коллеги, мы должны понимать, что иерархичность этой работы, она как раз должна быть управляемой. На уровне республики республиканское методообъединение, на уровне муниципалитетов мы понимаем, что это тот актив методистов, который сопровождает вас именно на уровне муниципалитета, но в каждой школе должно быть создано объединение классных руководителей, должно быть пространство для постоянного профессионального диалога и общения классных руководителей. Что очень важно, что, конечно, каждая школа, она имеет свои уникальные особенности. Поэтому, когда мы формируем воспитательную среду, мы используем весь потенциал своей системы образования. И сегодня не случайно мы говорим о единстве образовательной среды и воспитательной среды. Особое внимание в этом году будет уделяться дополнительному образованию и созданию в каждой школе и театров, и школьных музеев, медиацентров, школьных спортивных клубов. Важна поддержка инициативы обучающихся и создание нового российского движения, которое объединяет всех наших школьников. Мы думаем, что вы об этом уже знаете. Это тоже то, что сегодня рассматривается с точки зрения обновления программы воспитания. Уважаемые коллеги, мы сегодня большое внимание должны уделять именно поддержке наших детских, молодежных инициатив, потому что именно дети и наша молодежь – это наше настоящее, наше будущее. Именно сегодня у них формируется гражданская самоидентичность. Именно лидеры этих сообществ сегодня являются вашими помощниками. Поэтому, уважаемые коллеги, мы сегодня методически сопровождаем процессы обновления программ воспитания, но мы понимаем, что практическая работа – это ваша миссия, и только благодаря вашему творчеству, готовности идти вместе с педагогами школы, вместе с детьми, вместе с родителями может именно что-то изменить. Поэтому воспитательная среда сегодня, вот эти 4 позиции, они должны быть закреплены. Мы должны работать командой в каждой образовательной организации, школьная команда. Это уже не нововведение, это то, что должно стать основой для развития воспитательной среды благодаря и школьным музеям, школьным театрам, спортивным клубам, детским общественным объединениям. Поэтому, уважаемые коллеги, завершая свое приветствие, я хочу еще раз вам напомнить, что мы в Республике Коми сформировали, мы надеемся, вместе с вами единую ценностную архитектуру процесса воспитания. Да, обновление программ воспитания – это документированная процедура,
но за этим документом очень много важных ценностных смыслов, которые связаны, конечно, прежде всего с нашими отечественными традициями развития педагогики. И в центре внимания каждой программы воспитания, в каждой образовательной организации, конечно, гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие наших детей и приобщение детей к культурно-историческому наследию нашей родной республики и великой России. Итак, уважаемые коллеги, мы вас приветствуем в нашем первом онлайн-семинаре. Именно он открывает линейку событий, которые будут для нас очень важными с точки зрения методического сопровождения каждого классного руководителя. И позвольте мне представить, уважаемые коллеги, всех наших участников. Со мной вместе сегодня в студии наш Центр воспитания и социализации личности, поддержки детских и молодежных инициатив и дополнительного образования. Возглавляет его Анжелика Васильевна Волкова. Вместе со мной находится в студии и будет продолжать работать и в качестве модератора на данном семинаре. И методист Центра Кирилюк Екатерина Васильевна. Но мы начинаем с подключения федерального эксперта. Уважаемые коллеги, открывает наш онлайн-семинар Никита Дмитриевич Павлухин. Никита Дмитриевич, вы с нами, мы видим вас. Вас приветствует Республика Коми. Добрый день. Дмитриевич является представителем Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Очень серьезная федеральная организация, очень много проектов, которые реализованы данным национальным центром. Я думаю, что, Никита Дмитриевич, вы более подробно об этом и расскажете. Вам слово, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, видно и хорошо ли видно презентацию? Да, очень хорошо видно и презентацию, и вас слышно. Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Меня зовут Павлухин Никита. Я представляю две организации. Это Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и Лигу безопасного интернета, которая входит в состав Национального центра помощи. И, собственно, сегодня я бы хотел познакомить вас с той просветительской деятельностью, которую ведут наши организации, с теми проектами, которые мы проводим. Для начала немножко о самих организациях. Национальный центр помощи является волонтерской организацией, основанной еще в 2014 году. Основная цель нашей организации – это помощь детям в любых трудных условиях. Основная задача, которую выполняет центр – это поиск пропавших детей. Для этих целей у нас по всей стране открыто уже более 30 отделений, в том числе и в Республике Коми, конечно же. Это ОНО Ухта-Спас, позднее я подробнее про это скажу. У нас открыто более 30 отделений по всей России, которые, собственно, берут на себя волонтерскую деятельность, поиск пропавших детей и, в принципе, не только детей, но и взрослых людей тоже. Также для этих же целей у нас есть проект «Область здоровья», который направлен на лечение и оказание медицинской помощи тяжело больным людям. Но сегодня подробнее мы сконцентрируемся, конечно же, на профилактических и просветительских проектах. Лига безопасного интернета – это также волонтерская организация, она входит в состав Национального центра помощи и занимается противодействием негативному влиянию интернета и просветительским проектам, направленным на профилактику и освоение детьми навыков безопасного использования интернета. Задача Лиги безопасного интернета и, собственно, моя личная задача в этой организации – это научить детей пользоваться интернетом таким образом, чтобы они смогли избежать или даже противодействовать некоторым угрозам. О них мы немножко подробнее поговорим чуть позже, на них мы немного подробнее остановимся. Собственно, к основным профилактическим проектам наших организаций относятся безопасные навыки, безопасный интернет и школа цифровой грамотности.
Безопасные навыки – это проект, который был запущен в прошлом году, он совсем свежий, на территории изначально 10 регионов, и, включая Москву, имеется в виду, и на территории этих регионов были проведены педагогические собрания, были проведены уроки по тематике безопасных навыков, а материал этого проекта и материал этих уроков направлен в первую очередь на безопасность жизнедеятельности, то есть на обучение детей, в том числе прикладным навыкам безопасного поведения в городской природной среде, на воде, в различных чрезвычайных ситуациях, как, например, паника в общественном месте или, допустим, теракт. Материал разбит, соответственно, на 3 возрастные категории. Это для младших, средних и старших классов соответственно. Подготовлены, одобренные Министерством просвещения учебники по этой тематике. Над учебниками трудились эксперты и в этой теме, и эксперты-педагоги, в том числе от Министерства просвещения. Собственно, что позволило сделать эти учебники достаточно полезными и при своей лаконичности очень информативными. При этом материал там подается достаточно простым языком для того, чтобы он мог быть усвоен детьми. Собственно, один из вопросов, одна из задач, которую решает проект «Безопасные навыки», это профилактика самовольных уходов. Я не буду подробно на них останавливаться, но, в принципе, самовольные уходы для многих родителей являются достаточно большой проблемой, потому что самовольные уходы – это когда ребенок теряется не потому, что он где-то заблудился там, или еще по какой-то причине, а потому что он сам по той или иной причине ушел из дома. Причем причины могут быть абсолютно разные. В большом количестве встречается, конечно же, самовольный уход из специализированных учреждений, то есть простым языком из детских домов. Но из обычных, в том числе даже вполне хороших и благополучных семей, также случаются самовольные уходы. По каким-либо причинам, конфликтам или, допустим, просто родители отобрали там на неделю телефон, к примеру, или там лишили на пару дней ребенка интернета, ребенок воспринимает, это действительно одна из таких наиболее значимых причин, ребенок воспринимает это как ограничение и запрет на общение с друзьями и уходит из дома. Случается такое даже в благополучных семьях. То есть, к сожалению, от этого практически никто не застрахован. Поэтому профилактика самовольных уходов – это также то, в области чего у нас ведутся профбеседы и с детьми, и с родителями в том числе, то есть направленные на то, чтобы нивелировать вот эту опасность. Не буду подробнее останавливаться на статистике и причинах, перейду, собственно, к тематике безопасного интернета, то есть то, что заявлено сегодня в моем выступлении. Это основной наш образовательный просветительский проект, в области которого, собственно, тружусь и я. Безопасный интернет – это уже достаточно старый проект Лиги безопасного интернета, достаточно старый и успешный. Он проходит с 2019 года, когда также эксперты Лиги совершали выезды по 10 регионам, и с тех пор, собственно, успешная практика этого проекта в самом начале позволила нам этот опыт перенести в том числе и на другие регионы. И сейчас наши эксперты выезжают на проведение уроков безопасного интернета, наши эксперты выезжают практически во все регионы страны, в том числе и в те, где у нас нет отделений. В этом плане мы работаем по запросу. То есть иногда с нами напрямую связываются, с нами могут напрямую связываться как образовательные организации, к примеру, ведомства от администрации регионов и так далее, так и напрямую школы могут с нами связываться и приглашать нас на проведение таких уроков. Собственно, материал уроков безопасного интернета, он также распределен отдельно для детей младших, средних и старших классов, соответственно, информация подается порционно, а также уроки имеют модульную структуру. Темы уроков сводятся к основным рискам того, что есть в интернете и как от этих рисков защититься. То есть самая большая опасность в интернете – это, конечно же, мошенничество. В принципе, это риск не только для детей, но и для взрослых.
И на самом деле далеко не все взрослые знают, как можно защититься от интернет-мошенников, и поэтому нашей задачей, чем больше детей мы обучим, тем больше мы обезопасим людей, в том числе и в будущем. Мы рассказываем про интернет-мошенничество, про то, какие существуют схемы мошенничества в интернете и как от них обезопаситься. Рассказываем мы это, конечно же, таким образом, чтобы в первую очередь научить детей защищаться от них, научить детей беречь свои персональные данные или даже деньги для тех возрастов, когда у детей уже там есть какие-то свои средства, которые они могут потерять в интернете, банковские карты и так далее. Мы рассказываем про персональные данные и про защиту персональных данных. Здесь тоже следует отметить, что далеко даже не каждый взрослый знает, что такое персональные данные, что к ним относится и так далее. Недавно мы как раз опрос проводили на эту тематику, обнаружили, что далеко не все взрослые могут уверенно оперировать понятием персональных данных, и далеко не все взрослые знают, что это такое. Поэтому рассказывать об этом детям это является очень важной задачей, потому что утечки персональных данных случаются повсеместно, и даже если их невозможно избежать, и они все-таки происходят, нужно знать, к каким последствиям они могут привести, и как себя от них защитить, и что сделать, чтобы урон от этих утечек был как можно меньше. В том числе мы рассказываем по таким очень достаточно сложным и проблемным тематикам, как экстремистский контент в интернете, опасные группы, опасные публикации, и что такое фейки, что такое ложные новости, то есть как правильно воспринимать информацию в интернете, как можно проверять факты, как можно, обращаясь к новостям, проверять эти новости на истинность, ложность и так далее. То же самое и с фейками, точнее, то же самое и с экстремистским контентом, прошу прощения. То есть здесь мы рассказываем детям в том числе о том, как следует вести себя в интернете, общаться и каких публикаций лучше избегать, чего в своих публикациях лучше избегать, чтобы в дальнейшем не было проблем ни при поступлении в университет, ни на работе, ни где бы то ни было еще. Естественно, для детей эта информация подается достаточно осторожно и в зависимости от возраста, потому что нужно понимать, что это достаточно тонкая тема, это достаточно тонкая тематика, и дети могут воспринимать, если сразу со старта насесть, как это очень часто делается у нас в России в некоторых организациях в профилактической деятельности, то дети могут воспринять это в штыки, отдалиться от лектора и перестать напрочь воспринимать информацию, которую лектор преподает. Собственно, модульная структура наших уроков – это, пожалуй, тот момент, которым можно гордиться. То, что мы сделали таким образом, что каждая из этих тем, она по отдельности самостоятельна. Мы можем преподавать как полноценный урок длительностью в 1 академический час, так и маленькими порционными блоками до 15 минут, встраивая их в какие-либо другие мероприятия, в классные часы и так далее и тому подобное, в зависимости от тем, на которых нас просят сконцентрироваться. По безопасному интернету также подготовлены учебные пособия. В 2019 году они также готовились при поддержке Министерства просвещения. В этом году сейчас как раз готовятся уже печатаются обновленные пособия. Конечно же, я думаю, мы все понимаем, что за последнее время достаточно много всего изменилось, и любую информацию, касающуюся интернет-безопасности, следует актуализировать и обновлять. Поэтому в этом году, в новый учебный год, мы зайдем уже с обновленными пособиями, в том числе в регионах, куда мы будем приезжать для проведения уроков. Мы все эти пособия будем распространять на безвозмездной основе, раздавать их по школам, естественно, и так далее. Также следует отметить, что в текущем году Лига безопасного интернета начала готовить из числа волонтеров Национального центра помощи Лиги
мы начали готовить волонтеров непосредственно для преподавания уроков безопасного интернета, чтобы у нас было не несколько человек на всю страну, которые могут летать и которые могут преподавать эти уроки, но чтобы у нас в каждом регионе, где мы представлены, в каждом регионе, где есть отделение, чтобы у нас было по несколько человек, которые в этом регионе всегда находятся и которые в этом регионе готовы на любой выезд, на проведение уроков и так далее. То есть цель обучения по проекту «Школа цифровой грамотности» – это подготовить волонтеров как экспертов, которые смогли бы проводить уроки безопасности в интернете для детей всех возрастов в школах. Вся программа обучения насчитывает 32 академических часа, и в нее, кроме информации по рискам и опасностям в интернете, входят также курсы по особенностям работы с детьми и по техникам работы с аудиторией в том числе. Здесь вы можете видеть перечень лекторов, которые у нас включены в эту программу и которые преподают для участников этой программы наши дисциплины. Собственно, в эту программу обучения мы включаем не только наших волонтеров, мы включаем всех, кто изъявит желание в том числе. То есть с сентября, сейчас как раз вот неделю назад у нас закончился второй поток этой программы, и в начале сентября мы будем запускать третий поток. Потоки между собой по материалу не отличаются, то есть это просто мы заканчиваем предыдущий поток, подводим итоги, начинаем новый. И, соответственно, в новый поток мы можем включать в том числе педагогов, психологов, изъявивших желание из регионов, либо работников ведомств, социальных работников и так далее. То есть практически всех, кто изъявит желание. По окончанию волонтеры проходят тестирование, по результатам этого тестирования получают сертификат, подтверждающий успешное прохождение обучения. Вот по поводу школы, то есть для наших волонтеров этот проект – это возможность приобрести необходимые навыки для работы с детьми и для преподавания нашего материала детям. Для педагогов, например, которые не входят в состав нашей организации, это образовательная программа, это возможность приобрести навыки в интернет-безопасности, которые затем можно будет транслировать детям. Вся программа, конечно же, она исключительно в онлайн-формате. И, кроме того, все лекции доступны в записи. То есть даже если не получается подключаться вовремя на лекции, которые проходят, у нас в зависимости, все лекции, естественно, проходят в нашем часовом поясе. У нас, к счастью, с Республикой Коми один часовой пояс, поэтому проблем здесь не возникнет, но участники есть в том числе из других регионов, поэтому у нас есть возможность все лекции потом прослушивать в записи. Здесь вы можете увидеть как раз контакты мои. Собственно, внизу Павлухин Никита, специалист профилактических проектов Лиги безопасного интернета. Мой личный персональный номер телефона и моя почта. Также здесь вы можете увидеть контакты нашего руководителя отделения в Республике Коми. Это автономная некоммерческая организация Ухта-Спас. Это наше отделение в Республике Коми. Здесь вы можете увидеть номер и его адрес электронной почты, номер, собственно, отряда, по которому можно связаться. Собственно, школы, которые желают провести для своих детей уроки безопасности в сети интернет, могут напрямую связываться как с нашим отделением в Республике Коми, так и непосредственно с нами в Москве. Вплоть до того, что даже мне просто по сотовому. Все, на этом я заканчиваю свой доклад, я заканчиваю демонстрацию наших материалов, и если есть вопросы, я готов на них ответить. Большое спасибо. Сейчас одна маленькая ремарка, вот то, о чем говорила Галина Владимировна, по поводу проведения просветительской деятельности, по поводу просвещения родителей, в том числе, что является, безусловно, необходимым в плане интернет-безопасности, мы также ведем эту деятельность. Сейчас у нас уже разработаны и находятся на печати, у нас находятся методические материалы непосредственно
для родителей по безопасности детей в интернете. То есть, что могут сделать родители, что могут родители узнать в первую очередь и сделать для того, чтобы обезопасить своих детей в интернете также от мошенничества, от опасных незнакомцев в сети, от опасного контента, от опасных увлечений, которые могут привести к проблему со здоровьем или с психикой и так далее. То есть эти материалы у нас также будут подготовлены в ближайшее время. Все, большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Никита Дмитриевич. Очень важно для нас выступление. Действительно, 2 года назад во все образовательные организации поступили разработанные вами методические рекомендации. Они в каждой школе есть, уважаемые коллеги. Поэтому если кто сейчас принимает участие в онлайн-семинаре, либо забыл о них, либо по каким-то причинам не знает, как их использовать, уважаемые коллеги, я правильно понимаю, что сейчас вы на основе разработанных данных, методических рекомендаций, разработанных уроков готовы включиться в работу совместно уже со школьной командой? Может даже какой-то совместный план выстроить и для подключения вас к классным часам, и, например, для просвещения родителей, выступления на собраниях. Я правильно понимаю? Да, да, совершенно верно. Но самое важное, у нас в республике есть региональный координатор. Василий Валерьевич работает в Ухте, он может выехать и вместе с вами уже отработать даже и содержание, уважаемые коллеги, на основе ваших именно потребностей, которые в вашей организации выявлены. Поэтому, уважаемые коллеги, возможность надо эту использовать, потому что организация очень давно работает именно в этом направлении. Лига безопасного интернета нам всем знакома, а сейчас Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим, пострадавшим детям, они еще более активно работают над содержанием именно профилактики деструктивного поведения детей. Поэтому, коллеги, можно использовать этот ресурс очень правильно с точки зрения формирования воспитательной среды в каждой образовательной организации. У коллеги очень открыты, 2 контакта, мы сейчас еще выведем на наш, давайте последний вот, да, слайд выведем на наш экран. Коллеги, зафиксируйте. Я правильно понимаю, можно позвонить и написать. Так? Хорошо, уважаемые коллеги. Да. Коллеги, вопросы можно задавать в чате. Поэтому первое, у нас, я напоминаю, есть раздел «Вопросы» в верхней линии нашей платформы, и можно в обычном чате, где мы всех видим. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас пока есть возможность, я буду сейчас передавать слово Жулике Васильевне, поэтому вопросы можно сейчас, пока есть несколько минут, задавать, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, вам понятен алгоритм сотрудничества? Ну, хотя бы плюсики поставьте. Может быть, Никита Дмитриевич что-то еще вам подскажет. Понятно ли вам, как выйти на коллег для того, чтобы провести? Да, спасибо. Я вижу, что да, наверное. Да, спасибо. Хорошо. Да, спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Никита Дмитриевич. Я надеюсь, будем и даже сотрудничать. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы сейчас будем переходить к следующему вопросу. Но перед этим я хочу анонсировать наш новый сайт, который создан Институтом развития образования. Мы посчитали, что нам необходим единый профессиональный ресурс, который связан с воспитанием. И сегодня на данном сайте уже разработано 24 раздела. Вот сейчас мы будем идти вниз. Данные разделы, они содержат самую актуальную информацию по вопросам воспитания. Мы понимаем, что это сайт, который будет постоянно пополняться, но то, что сегодня важно, у нас чего не было, это именно такого единого профессионального окна. Поэтому, уважаемые коллеги, первое, конечно, мы с точки зрения именно нашего позиционирования, методической работы, будем здесь информировать вас о актуальных нормативно-правовых основах воспитательной работы. Конечно, мы здесь собрали уже все стратегии, которые связаны с воспитанием, стратегию национальной безопасности,
Мы говорим и о стратегии детства, поэтому, уважаемые коллеги, вот этот раздел, он нормативно-правовой. Конечно, все программы воспитания, которые вот у нас в разделе представлены, которые опубликованы Институтом воспитания семьи и детства, программа воспитания, да, можно посмотреть, они у нас здесь разбиты именно по типологии. Мы пока пошли вот по такой типологии, но вот уже с коллегами думали, что, конечно, мы всегда говорим, что у нас дошкольное образование, но все-таки это наши детские сады. Если мы говорим об образовательных организациях, то мы назвали их школы, но это уровни образования, которые внутри будут представлены. И там, если внутри зайти, то есть можно зайти в школу, да, и там уже опубликованы все материалы. Это именно актуальные материалы, которые подготовлены в 2020 году и актуализированы уже в 2022. Для профессиональных образовательных организаций. Далее, коллеги, для наших классных руководителей мы создали тоже отдельный ресурс, и здесь мы понимаем, что у нас очень много важной информации для классных руководителей. Что здесь у нас есть? У нас здесь представлены все федеральные ресурсы, которые мы собрали, и очень важно, что мы понимаем, кто такой классный руководитель. И региональные ресурсы, наш портал, туда же входит уже для классных руководителей, календарь образовательных событий, то есть все это то, что сегодня уже было, но пока в разрозненном таком у нас состоянии. Далее, отдельно мы выделяем разговоры о важном, как проект, коллеги, мы дальше будем наполнять, но это единая точка входа. Вот если заинтересовались, разговор о важном, все, можно через портал зайти в воспитание и все здесь найти. И региональный ресурс, здесь мы будем выкладывать всю информацию по мероприятиям, которые будет проводить Федерация, очень важно. Я напоминаю, что теперь будет каждый четверг эти встречи. Если раньше было по понедельникам, у нас была публичная лекция, потом профессиональное обсуждение, потом работа именно на основе того опроса, который проводит Федерация, то здесь по четвергам дается очень правильный методический инструмент для именно работы класса руководителя по понедельникам, прямо конкретной разработки. Тоже у нас все здесь будет выкладываться. Отдельно мы все-таки решили и собрали материалы по ассоциации именованных школ. И так или иначе, вот мы с коллегами обсуждали, что очень важно при необходимости класса руководителя что-то найти и понять, каким образом выстраивать работу по направлениям воспитания. Это духовно-нравственное воспитание, трудовое воспитание, патриотическое воспитание. То есть вот такие блоки мы представили, и в дальнейшем они будут наполняться именно современными научно-методическими разработками. Там у нас еще будет и галерея лучших практик, а вот она уже у нас есть, галерея педагогических достижений. И вот внимание обращаю на форум классных руководителей. Может, давайте вот зайдем. Тоже мы создали такой ресурс. Напомню, что в прошлом году, в июне, мы провели первый форум классных руководителей. Мы его провели в очном формате, с онлайн-подключением. И вот здесь мы собрали все материалы. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что мы работали 2 дня, и все материалы. Вот можете, например, зайти на... Можно зайти на, вот, например, на там какие-то стратегическая сессия, зайти на Барышникова Евгения Николаевича, если мы зайдем, видим презентация, и вы там видите все материалы. Можно посмотреть. Презентацию. Нет. Посмотрите. И можно посмотреть всю презентацию. Да, можно. Коллеги, то есть мы... Можно? Просто верните. Угу. Так. То есть, коллеги, у нас здесь есть презентация написана, и, например, вот у Китайгородской, у Шестаковой, у Костромина презентация, и также у нас там есть, если навести, там можно посмотреть видео. Просто вот презентация, она очень емкая, а хочется послушать. Где-то у нас именно есть видео, вот у Натальи Семеновны Хозяина, у Попович и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, можно ниже. Угу. Поэтому мы сформировали именно по каждой нашей площадке такой материал. Кто не был на форуме, кто еще не посмотрел, найти возможность, очень интересные материалы, поэтому посмотрите. Итак, вернемся на наш главный портал воспитания. Здесь же будет у нас информация о наших всех конкурсах, она уже наполняется.
конечно, о нашем республиканском методическом объединении, и мы дальше будем пополнять эту информацию именно тем материалам, которые передают нам муниципальные методические объединения, вот, может быть, и о школьных расскажем. Поэтому мы считаем, вот такой единый вход очень хорошим будет для вас ресурсом. Можно уже его использовать, наверное, но мы сделаем презентацию, буквально осталось где-то вот неделька, может быть, 10 дней. Мы хотим сделать большую презентацию данного портала, чтобы вы увидели, как мы действительно соединили все профессиональные смыслы и облегчили работу именно по поиску необходимой методической информации. Итак, уважаемые коллеги, мы переходим к следующему вопросу. Анжелика Васильевна, вам слово. Вы понимаете, уважаемые наши коллеги, что программы воспитания обновились. Очень много было предложений, которые поступили на федеральный уровень от педагогического сообщества. И коллеги, которые разрабатывали программу воспитания для общеобразовательной организации, в течение года работали, и после тех совещаний, которые проходили в регионах, в том числе, я напомню, что Институт изучения детства и семейного воспитания приезжал и к нам в республику. Поэтому все те материалы, которые, уважаемые коллеги, вы направляли как предложения, они действительно сегодня вошли в актуализированную программу воспитания. Мы понимаем задачу, которая стоит перед управленцами, это обновить программу воспитания. А вот каким образом это необходимо сделать, по каким алгоритмам дальше работать, Анжелика Васильевна вам подробно расскажет. Пожалуйста. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Все вы знаете, что произошли значительные изменения в нормативном регулировании вопросов, связанных с образованием. Были приняты поправки в Конституцию Российской Федерации, обновлены федеральные государственные образовательные стандарты, разработана и утверждена стратегия национальной безопасности. Все эти документы связывают одно – это базовые национальные ценности, заложенные в Конституции Российской Федерации, стратегии национальной безопасности, и на формирование этих ценностей направлены в ГОС и инвариантное содержание воспитания. Вариативная составляющая – это духовно-нравственные ценности культуры народов России. На следующем слайде представлены с QR-кодами нормативные документы, которые легли в основу примерной рабочей программы воспитания. Это Федеральный закон об образовании, стратегия национальной безопасности, стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Это федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Ну, конечно же, приказы Министерства России от 31 мая 2021 года номер 286 и 287 о федеральных государственных образовательных стандартах. Концептуальные основы примерной рабочей программы воспитания вы можете увидеть на следующем слайде. Базовые национальные ценности определяют инвариативный компонент содержания и являются основой для проектирования целевых ориентиров воспитания, которые структурируются по основным направлениям воспитания. Основные формы, виды, содержание деятельности определяются для каждого уровня образования. Итак, как же раскрывается данная концептуальная схема в наших образовательных организациях? Актуализация примерной рабочей программы воспитания связана с результатом той апробации, которая прошла в прошлом учебном году. Программа получила положительное заключение и одобрена 23 июня 2022 года. Разработанная рабочая программа воспитания преемственна по всем уровням образования. Структура программы воспитания имеет 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. Сегодня мы с вами остановимся на каждом из этих разделов. Итак, уже, как и понятно из наименования, целевой раздел определяет цели, задачи, направления воспитания, а также целевые ориентиры результатов воспитания. Направление воспитания в соответствии с ГОС
Это гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, также ценности научного познания. Целевые ориентиры результата воспитания направлены на формирование для педагога как целевых ориентиров результата воспитательной деятельности, основаны на базовых российских конституционных ценностях, учитывают возраст обучающихся и содержание освоенной основной общеобразовательной программы и преемственны по уровням общего образования. Направления воспитания в программе воспитания скалированы в ГОС, а целевые результаты ориентируются на личностные результаты. Как раз на следующем слайде представлен один из примеров, как формируются, как проектируются целевые ориентиры. Целевые ориентиры сформированы по уровням образования с учетом возрастных особенностей детей. Например, на уровне начального общего образования это школьник 10-11 лет, уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. Основное общее образование – это школьник 15-16 лет, проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. На уровне среднего общего образования это школьник 17-18 лет, ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятие насилия в семье и ухода от родительской ответственности. Далее переходим к содержательному разделу. Обращаю ваше внимание, что в программе воспитания появляется в содержательной части программы уклад образовательной организации. Уклад учитывает те традиции региона, где расположена образовательная организация, а также традиции, которые зародились в самой образовательной организации. Уклад определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик образовательной организации. Я напомню вам, что термин «уклад» появился в нормативных документах еще в начале 2000 года. Это было письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, и в котором были прописаны рекомендации по формированию уклада внутри образовательной организации. Напомню, что уклад является механизмом, в том числе средством профилактики деструктивного поведения обучающихся, так как в каждой образовательной организации сформированы правила, нормы поведения, и в соответствии с которыми участники образовательных отношений выстраивают отношения друг с другом. В содержательном разделе представлены виды и формы воспитательной деятельности, которые структурированы по модулям. Обратите внимание, да, это инвариантные основные модули, к которым относится урочная деятельность, внеурочная деятельность, основные школьные дела, классное руководство, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной среды, работа с родителями, самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство и профориентация. Это те инвариантные модули, которые в примерной программе воспитания находятся в содержательной части. Вариативные модули или дополнительные, как еще их называют, определяются самой образовательной организацией. На слайде представлен неполный перечень данных вариативных модулей, так как образовательная организация сама определяет данные модули. Что же входит в организационный раздел? Это описание условий, механизмов, которые необходимо создать в образовательной организации по организации воспитательной деятельности. Одним из главных подразделов является кадровое обеспечение. В данном подразделе должно быть представлено описание всех тех специалистов, которые занимаются вопросами воспитания в вашей образовательной организации. Подраздел «Нормативно-правовое обеспечение» — это перечень тех нормативных документов, которые разработала сама образовательная организация на основе федеральных и региональных компонентов.
Обратите внимание, что появились требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. Здесь вы расписываете свои условия. Вот какие у вас есть в образовательной организации условия для таких деток, только их вы и прописываете. Далее, следующий подраздел – это система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. Ну и пятый подраздел – это анализ воспитательного процесса. Это важный подраздел, это рефлексия деятельности, которая позволяет по результатам принять важные управленческие решения для обеспечения условий для формирования личности, для формирования и развития личности обучающихся. Вот я вкратце охарактеризовала вам структуру рабочей программы воспитания, а теперь я перехожу к методическому сопровождению реализации примерной рабочей программы воспитания. Остановимся на тех методических материалах, которые предлагает нам Институт детства и которые вы можете использовать в своей работе. Методические материалы разработаны по модулям. И начнем мы с самого первого модуля, это взаимодействие с родителями, так как продуктивное выстраивание работы с родителями является важнейшей задачей для участников образовательных организаций. Что же предлагают? Это открытые родительские собрания, методические рекомендации, это программы родительского просвещения, это журнал «Семья и школа», это марафоны и проект «Азбука счастливой семьи». Также здесь появился раздел, который называется рубрика «Задать вопрос эксперту». То есть вы можете зайти на сайт Института детства и задать любому эксперту волнующий ваш вопрос. Методические рекомендации включают основные стратегии взаимодействия между образовательной организацией и родителями, подходы к выстраиванию взаимоотношений, типы взаимоотношений между образовательной организацией и родителями. И также здесь будут представлены и уже представлены эффективные региональные практики. Обратите внимание на программу родительского просвещения, которая направлена на раскрытие таких актуальных вопросов, которые очень волнуют наших родителей. Это детское питание и гигиена среды. Также обращаю ваше внимание на проект, который будет реализовываться с 1 октября 2022 года «Осознанное родительство. Азбука счастливой семьи». Значит, уже Институтом детства представлено 30 видеолекций, 30 сценариев родительских собраний, 30 презентаций, 30 чек-листов, также книга-тренажер «Азбука счастливой семьи». Следующий модуль тоже очень важный, это социальное партнерство. Методические рекомендации также разработаны и направлены на поддержку и организацию социального партнерства в образовательной организации. Это использование потенциалов музеев, театров, парков, скверов, участие в реализации различных социальных проектов. Значит, данные методические рекомендации включают основы социального партнерства, описание социально значимых проектов для детей, а также алгоритм выстраивания социального партнерства в образовательной организации. Также здесь представлена документация, которая должна быть заключена между образовательной организацией и социальным партнером. Значит, очень важный момент. Размещать модули в примерной рабочей программе воспитания вы можете самостоятельно, в зависимости от тех приоритетов, которые вы выстраиваете внутри образовательной организации самостоятельно. Следующий модуль – это урочная деятельность. Напомню, что урочная деятельность является ведущим видом деятельности внутри образовательной организации. Урок – это то время, это 5-6 часов, которые конкретный ученик и конкретный учитель проводят вместе. И то, насколько правильно реализована урочная деятельность, содержание учебной деятельности, формы, методы, приемы, технологии, которые используются учителем внутри урока, насколько они ориентированы на решение целей и задач воспитания, зависит эффективное выстраивание воспитательной системы образовательной организации.
Также по данному модулю разработаны методические рекомендации, которые включают в себя фрагменты различных уроков, позволяющих учителю понять, как реализовать воспитательный потенциал урока в рамках изучения конкретной темы, конкретного предмета или предметной области, и также рекомендации к тематическому планированию. Следующий модуль – это внеурочная деятельность. В целях организации внеурочной деятельности Институтом детства разработан замечательный учебно-методический комплекс «Я, ты, он, она, вместе, целая страна». Он разработан к программе внеурочной деятельности по активной социализации обучающихся 5 классов. Также разработаны методические рекомендации. Они являются логическим продолжением программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята Россия». И данные рекомендации, материалы направлены на формирование мировоззрения наших младших подростков и являются инструментом реализации рабочих программ воспитания. Сюда же относится, конечно, и проект «Разговоры о важном», который направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей стране, России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, а также направлен на формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения. Ну, о проекте мы поговорим чуток позже. Модуль «Основные школьные дела» – это система общешкольных дел, которая способствует формированию детско-взрослой событийной общности. Это дела, которые должны объединять всех участников образовательных отношений. Это знаковые мероприятия, в которых участвует вся образовательная организация. Институтом детства также подготовлены методические рекомендации к проектированию школьных дел, алгоритмы действий, а также методический конструктор. Следующий важный модуль – это классное руководство. Институтом детства на сегодняшний день готовится справочник классного руководителя. Это методическое пособие, раскрывающее содержание воспитательной деятельности классного руководителя на современном этапе. В справочнике будут представлены компетенции, которыми должен обладать классный руководитель, основные функции классного руководителя. Напомню, что классный руководитель является активным участником разработки программы воспитания и также является активным участником ее реализации. В справочнике будут представлены подразделы, которые помогут классному руководителю в проведении профориентационных бесед, профилактической работы, а также работы с родителями. Следующий модуль – это самоуправление. Тут тоже уже подготовлены методические рекомендации, которые включают организационно-методическое сопровождение деятельности ученического самоуправления, модели ученического самоуправления, особенности организации ученического самоуправления по уровням образования, также формы работы по подготовке актива ученического самоуправления и особенности организации выборов ученического самоуправления. Тут также включены шаблоны различных документов. Следующий модуль – это профориентация. На уровне Российской Федерации был осуществлен опрос наших родителей, какой модуль программы воспитания они считают самым важным. И все родители, большая часть родителей единогласно выбрали именно модуль профориентация. Данный модуль поможет обучающимся сориентироваться в дальнейшем выборе профессии и учебного заведения, что на сегодняшний день зачастую вызывает у наших школьников сложности. Значит, методические рекомендации включают в себя нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы, модель профориентации и профессионального самоопределения, особенности профессиональной ориентации и самоопределения в 1-4 классах, особенности профориентации в среднем и старшем звене, обзор профориентационных проектов и ресурсов, а также описание значимых профориентационных проектов.
Еще я хотела остановиться на очень важных нормативных документах, которые должны у вас храниться в ваших папочках. В конце нашего семинара вы можете их скачать. Коллеги, Да. подключусь не столько в папочках, сколько опубликован на сайте образовательной организации. Уважаемые коллеги, вот это очень важно. Дело в том, что мы проводим мониторинг программ воспитания, и Управление по контрольному надзору тоже уже включалось в эту работу, и мы внимание обращаем, что обновленные программы воспитания должны быть прежде всего на сайтах образовательных организаций. Вспоминайте обновленные требования к сайту образовательных организаций. Поэтому прежде всего, если нас слышат руководители, сайт образовательной организации. Это именно основание того, что все, не только органы контрольные, но и все субъекты образовательных отношений понимают, что программа воспитания, она есть. Спасибо, Галина Прошу Владимировна. прощения, да, включилась работа. Это очень важно, потому что недавно это обсуждали. Значит, первый документ – это документ Министерства просвещения Российской Федерации об актуализации примерной рабочей программы воспитания. Второй очень важный документ Федеральной службы по надзору в сфере образования о направлении разъяснений. И тут я бы хотела даже зачитать очень важный момент, что рекомендуется образовательной организации разрабатывать одну единую для всех уровней общего образования рабочую программу воспитания, которая будет включаться в качестве общего раздела в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Следующее важное письмо, которое мы получили буквально, сначала информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. И, коллеги, да, подключусь тоже на предыдущем письме, анонсирую. Мы решили, что мы проведем цикл методических семинаров, которые посвящены как раз реализации внеурочной деятельности именно по предметным областям. Наши кафедры уже готовят этот событийный методический ряд, поэтому, уважаемые коллеги, цикл будет состоять, первое, из вводного методического семинара, а далее про внеурочную деятельность будут рассказывать именно предметные методисты. Это очень важно, потому что есть какие-то общие установки, мы понимаем, а есть именно вот наша та основная цель, о которой мы говорим. Это единство образовательного процесса и воспитательного процесса, в том числе на основе этих метод рекомендаций, которые вот вышли, по-моему, в июне, в июле, вот мы видели проект уже в июне, они очень актуальны, поэтому, коллеги, на второй неделе сентября мы вас будем приглашать на данный методический цикл. Ага. Так, и следующие методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий, разговоры о важном при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ. Мы уже запланировали семинар на 7 сентября, поэтому, уважаемые коллеги, следите за нашими анонсами, мы направим вам информационные письма, и очень важно прослушать данные материалы. Значит, и также последний, сейчас мы ответим обязательно на ваш вопрос. Да. Значит, и еще напомню, что здесь же представлено приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми именно о календаре образовательных, об утверждении, значит, о календаре, об утверждении календарного плана воспитательной работы именно на 22-23 год. Я прошу вас изучить все эти материалы и уже начать, кто еще не начал, актуализировать программу воспитания. Коллеги, вернусь на слайд разговоров о важном. Уважаемые коллеги, давайте друг другу напомним очень важную для нас информацию. Первое. На портале
единая система электронного обучения. Начиная с июня идет регистрация всех педагогов, которые включаются в процесс обучения по проекту «Разговора о важном». Что включает в себя данный проект? Прежде всего, мы видим, кто из педагогов со всей республики просмотрел все материалы, начиная с июня, о проекте «Разговора о важном». Я напоминаю, что в июне было 2 федеральные трансляции, были кейсы, и в августе их было 4. Поэтому, коллеги, недавно на ВКС, которая проходила на уровне нашего министерства, я проинформировала, что в настоящее время в разрезе каждого муниципального образования зарегистрировано на платформе, и мы видим активность каждой школы, каждого педагога на данной платформе. Для чего мы это сделали? Мы должны понимать, что действительно сегодня мы предоставили такую возможность. Первое, получить информацию о данном проекте с точки зрения именно... Можно вернуться? Спасибо. С точки зрения именно очень важной информации, которую мы получаем с федерального центра. Великолепные федеральные спикеры, которые рассказывают именно о том, как интересно донести до наших детей духовный ряд наших ценностей, ценностей Российской Федерации. И самое главное, чтобы мы сами тоже понимали, что такое, что представляет собой ценности, что такое государственный символ. Поэтому, коллеги, все, что говорили федеральные спикеры, вот на предыдущем слайде, на предыдущем, нас коллега никак не может найти, да, разговор о важном, да, остановитесь. Уважаемые коллеги, вот все, что сегодня мы кратко представляли, вот на электронной системе электронного обучения есть. Мы сейчас ссылочку еще раз дадим на регистрацию, коллеги. Сейчас зайдем на сайт еще раз. Поэтому, коллеги, кто еще не вошел в систему, зайдите, потому что вся информация представлена. Зато мы будем понимать, что каждый педагог Республики Коми имеет возможность, первое, просмотреть все федеральные трансляции. Второе, ответить на кейсы. Ведь наша задача сделать эти уроки интересными, доступными для наших детей. Ведь там совершенно другие технологии. Ведь мы говорим, что это уже не традиционный урок. Ведь самое главное — обсудить те вопросы, которые дети задают, которые связаны именно с темой каждого урока. То есть наша задача — сделать все, чтобы разговоры о важном, эти занятия, стали действительно полезными и важными для наших детей. Чтобы это было не повинность, а чтобы дети хотели идти на эти занятия каждый понедельник. И вот все 6 федеральных мероприятий были этому посвящены. А наши коллеги, я, конечно, очень благодарна Сыктывкару, они приходили, 60-70 человек, и наши коллеги 4 часа обсуждали, рассматривали различные кейсы. Поэтому, коллеги, мы должны понять, сегодня система методической поддержки педагогов, она сформирована. Первое, это единая система электронного обучения. Да, к сожалению, в электронной форме, но зато вы можете себя продиагностировать. Посмотрели материал? Я с большого удовольствия сама смотрела, вот там погружение идет 3 часа, очень правильные материалы с точки зрения именно рассказа об истории, рассказа именно о нашей государственной политике, о том, каким образом сегодня мы формируем это единое пространство, воспитательное, образовательное, как соотнести это с образовательными результатами. Поэтому каждый спикер федеральный, он уникален был. Ну а далее наши коллеги выкладывают в этой системе кейсы, потому что надо себя тоже проверить, посмотреть, как вы поняли эти материалы, какие педагогические технологии здесь можно использовать. И далее мы зато понимаем, да, мы готовы. Поэтому кто еще не включился, передайте по всем вашим каналам, вы общаетесь друг с другом. Такая возможность есть. Я сейчас буду слово другой нашей коллеге передавать, а в это время Александр Михайлович, наш сотрудник, вам ссылочку на регистрацию систему направит. Сколько у нас всего зарегистрировано уже? Так, сколько у нас? 1900? Да, у нас на сегодняшний день 1998. Да. Ага. Коллеги, а нас около 5000.
Эту информацию мы, конечно, для контроля, но будем направлять начальнику управления образования. У нас другого выхода нет. Это очень важно, потому что мы не понимаем, а готовы ли наши педагоги. Мы не знаем, а всю ли они информацию получили. То для нас это определенный даже еще такой и контрольный элемент. И у нас есть отдельная информация, да, разговоры о важном. Первое, погружение завершилось первичное, ну а далее еженедельно Федерация будет продолжать нас сопровождать. И важно еще, разговоры о важном. Есть телеграм-канал «Разговоры о важном». Информацию мы тоже и на нашей платформе в модуле «Разговоры о важном». Но мы, наверное, сейчас тоже телеграм-канал, сейчас ссылочку направим сейчас. Есть у меня, А есть ссылочка в презентации. Да. Еще будет презентация, да? Включите, пожалуйста. Вторую, другую презентацию. Да. У вас есть возможность, подключитесь. Вот в этом канале у нас уже, это федеральный канал «Разговоры о важном». Я сегодня тоже подписана. Вы только вслушайтесь, 147 420 подписчиков в этом телеграм-канале. Там вся актуальная информация. Но мы давайте еще раз вам напомню о данном проекте и о наших ресурсах, да? Давайте сперва. Уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что федеральный государственный образовательный стандарт определяет урочную и внеурочную деятельность как обязательные части реализации основной образовательной программы. Есть четкие часы, которые отведены на реализацию внеурочной деятельности. Стандарт позволяет нам чередовать урочную и внеурочную деятельность при формировании расписания. Почему это важно помнить? Нам надо понимать, как распределяются те 10 часов на внеурочную деятельность, за которую мы с вами отвечаем так же, как за всю образовательную программу всей школы. Итак, как распределить эти 10 часов? Давайте коллег спросим, потому что эту информацию мы первично давали уже в июне. Коллеги, ответьте нам, мы хотим получить обратную связь, понимаю, вы нас слушаете или нет. Эта информация вам уже известна, потому что впервые мы о ней заговорили в середине июня, поэтому нам важно понять. Вы знаете, что это федерация? Молодцы, да, спасибо, Нина Константиновна, да, спасибо, то есть это очень важно. Да, хорошо, то есть все, есть кто-то вот первый раз о ней слышит, кто-то не слышал о ней, не знает, что 10 часов во всех субъектах Российской Федерации, в каждой образовательной организации так распределяется. Все слышали. Молодцы. Это очень правильно. Мы очень рады этому. И поэтому внимание обратим. Давайте на следующий слайд. Да? Следующий. Напомню, что старт большой работы нашей, это уже 5 сентября. Мы уже с вами провели вебинар по подготовке к внеклассному мероприятию по 5 сентября. Напоминаю вам, что темы и содержание внеурочных занятий уже определены, разработаны и представлены для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 классов и для студентов СПО. На сайте «Единое содержание общего образования», а также, как и сказала Галина Владимировна, на нашей платформе «Единая система электронного обучения», где классный руководитель может просмотреть все выпуски классного марафона, поучаствовать в самопроверках, поучаствовать в практикумах. Коллеги, важно вас спросить. Все разработки уже на портале «Единое содержание образования» опубликованы. Важно понять, вы уже их изучили. Посмотрите, можно следующий слайд? Да. Мы информацию разместили, Анжелика Васильевна размещала данную информацию, то есть уже представлены все разработки по занятиям на целый сентябрь. Это все есть. И мы уже провели даже неделю назад по первому, да, и, по-моему, по второму занятию вводное методическое мероприятие. Да, размещены. Хорошо, да, вы уже знаете это. Поэтому, уважаемые коллеги, внимание обращаем. Первый ресурс, который вы должны знать и использовать, единое содержание образования. Мы действительно, как говорит сегодня Институт стратегии развития образования, мы берем и пользуемся. Но мы понимаем, что профессия учителя – это творческая профессия, я буду об этом говорить. Поэтому мы действительно, мы творим, мы актеры, мы понимаем особенности нашей образовательной организации и наших детей.
Поэтому, конечно, это рамочный документ, ну а далее уже, исходя из психологических особенностей вашего класса, особенностей школьного климата, здесь мы уже можем проявить наше профессиональное творчество. Далее, разговор о важном. Наш ресурс, уважаемые коллеги, да, мы разместили на сайте института разговор о важном, у нас там информация, но мы в единое окно системы воспитания на сайте тоже уже информацию включаем, да? Вот еще очень важный момент, вот участие наше. Да, посмотрите, пожалуйста. Очень волнуют цифры эти. Очень волнует. Это мы решили, не знаем, для вашей аудитории, для вашей, но эту информацию вот у нас. Поэтому, коллеги, если вы присутствуете и понимаете, что может донести информацию до классных руководителей, мы ведь должны видеть, как педагоги участвуют. Такая возможность есть. Но мы понимаем, что если в Уктыле 3 человека, значит, а другие не готовы. Значит, о каком едином пространстве, профессиональном, воспитательном едином пространстве мы говорим? Вы ведь только что слышали, и мы не случайно предложили первую тему, очень важную для нас. Это вопрос, связанный с деструктивным проявлением и сопровождением наших детей в интернет-пространстве. Вы понимаете, какая сейчас ситуация? Поэтому, коллеги, нам надо понимать, что вы готовы, вы знаете, какие есть разработки и как с этим работать. Традиционные классные часы, да, вот я вот буду отвечать на ваше усмотрение, как в данном случае вы запланировать свои образовательные организации. Если необходимо, мы можем с вашей организацией это обсудить. Но смотрите, внеурочные занятия, они действительно сегодня очень разнообразные. Поэтому разговоры о важном – это внеурочное занятие. Поэтому если нужен классный час, его можно проводить в форме классного часа. Но, уважаемые коллеги, классные часы, они могут в рамках программы воспитания представлены быть. Посмотрите, вспомните, там модули есть у нас классный, да? Именно посвященный классным часам. Поэтому, коллеги, конечно, можно. Можно? Можно. Нужно? Нужно. Поэтому, конечно, программа воспитания именно вариативной части такие возможности дает. По максимум еженедельные внеурочки по ГОСТ. 10 часов внеурочки в неделю обязательно? Да, обязательно. Да, обязательно. Это обязательно. Это в июне такая позиция определена. Давайте далее более позитивную информацию представим. Да. Будут еще... И что нас ожидает, мы продолжать будем вместе, да, сопровождать федерации класса руководителей, федеральные курсы повышения квалификации, проект «Собеседники». Но я бы хотела все-таки вернуться на наш ресурс, на 2 слайда ранее. На наш ресурс. Да, вот. Поэтому, коллеги, первая рекомендация. Зарегистрируйте в Телеграм-канале. Вы можете сейчас, наверное, зайти. Можно зайти сейчас? Ну, если то есть можно попробовать зайти. Угу. Угу. И в данном случае единое содержание образования. Вопрос, как будет оплачиваться классный час разговора о важном, это принято решение на уровне каждой образовательной организации. Это внеурочная деятельность, а она оплачиваться должна. По крайней мере, такие установки были даны. Поэтому мы говорим о внеурочных занятиях. Коллеги, у нас были вопросы. Давайте вернемся к вопросам. Анжелика Васильевна, ответим. Вопрос, который вы показывали нам, Александр Михайлович. Два вопроса ответили. И еще был вопрос... Тоже ответили. Какой-то был вопрос? Да. С разработками. Уважаемые коллеги, можно с ними ознакомиться на сайте Института детства. Можно попробовать сейчас зайти и посмотреть? Да, конечно. Что важно? Единое содержание образования, все, что касается современной ВГО, все, что касается разговора о важном. Если мы говорим о разработках Института изучения детей, семьи и воспитания, именно что касается программы воспитания, то мы в данном случае... Вам сейчас постараемся, мы сейчас вам постараемся продемонстрировать, сейчас, секундочку, где эмблема? Несут воспитание. Нет, ниже. Вот. Угу. Коллеги, мы заходим вместе с вами. Институт воспитания.
известная эмблема. Все. И давайте, коллеги, вы видите, что мы транслируем сайт? Посмотрите, пожалуйста, вот зайдете в программу, вот методический материал. Давайте вместе зайдем в методические материалы. Внизу. Вот так походите. Еще обратно выйдите, вот, там есть интересные... Да, вы же прокомментируете, да. Вижу. Так, вот посмотрите внимательно, значит, можно поближе. Можно увеличить? Увеличить, потому что мне не видно. Значит, посмотрите внимательно, здесь представлены подразделы, это открытые уроки, это направление семья и школа, это родительские собрания, это различные проекты. Также здесь представлены программы воспитания, здесь представлены центры... Открытые уроки, наверное, да? Да, ну давайте посмотрим. Открытые уроки посмотрим, вот о чем мы говорили. Очень много материалов по да? профилактике деструктивного поведения, потому что последние вот месяцы институт... Хорошо, да. Да, говорите, Еще что-нибудь, вот родительские собрания или семья и школа откройте. Нет. Коллеги, мы пытаемся вам демонстрировать. Я надеюсь, что вы уже поняли, куда надо заходить и каким образом искать, смотреть данные материалы. Мы, может быть, даже такие еще конкретные ссылочки направим, да, на материалы, о которых вы говорили. Анжелика Васильевна вам направит. Но сайт — это очень хороший ресурс. Так, картинки нет. Да, видите, трансляция сайта сложна, поэтому, коллеги, заходим на сайт Института воспитания. Если видно, то вот было бы, если видно вам было, хорошо. Большая благодарность. Хорошо, спасибо. Мы очень рады, что можем вам помочь. Если будут вопросы, последний слайд — это наши контакты. Контакты Анжелики Васильевны, наверное, должны быть, да? Или 7-й слайд? 7-й, да? Наши контакты Анжелика Васильевна на слайде, на последнем слайде представит. Коллеги, у нас осталось буквально, наверное, 10 минут, да? Чуть побольше, да? Пожалуйста. Да, переходим к следующему, да, вопросу, да, наверное? Да. Добрый день, коллеги. Тема моего выступления — государственные символы как ценностные ориентиры в обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях. Все мы знаем, что с 1 мая этого года все образовательные организации должны включить в свою деятельность изучение истории государственных символов России, организовать церемонии поднятия флага и исполнения государственного гимна. Министерством просвещения России с учетом рекомендаций Геральдического совета при президенте Российской Федерации были разработаны методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации. В дополнение к данным методическим рекомендациям был разработан стандарт церемонии поднятия и спуска государственного флага Российской Федерации. И с данными методическими рекомендациями мы сегодня и стандартом мы сегодня ознакомимся. Итак, государственные символы, к которым относятся государственный флаг, герб и гимн, являются консолидирующей основой формирования общероссийской гражданской идентичности и являются неотъемлемой составной частью образовательного процесса, включаются в изучение на всех уровнях образования при реализации основных и дополнительных образовательных программ и программ воспитания. Изучение и использование государственных символов необходимо осуществлять в соответствии с федеральными конституционными законами и нормативными правовыми актами. И мы видим на экране, это Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы от 25 декабря 2000 года о государственном флаге, о государственном гербе,
о гимне Российской Федерации и указа президента Российской Федерации. Итак, а сейчас я предлагаю рассмотреть порядок использования государственных символов, установленных федеральными конституционными законами. Государственный флаг вывешивается на зданиях или поднимается на флагштоках общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации. Вывешивается постоянно на зданиях образовательных организаций, организаций отдыха детей и оздоровления или устанавливается постоянно на их территориях. И поднимается или устанавливается во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Где же должны размещаться государственные символы в образовательной организации? Стандарт церемониала говорит нам о том, что государственные символы могут быть включены в общественные пространства образовательных организаций, такие как холлы, рекреации, входные группы, учебные кабинеты, библиотеки, актовые залы и административные помещения. При создании и зонировании мест размещения государственных символов в образовательной организации необходимо обеспечить эстетичность и доступность помещения для детей и молодежи, освещенность и чистоту и пространственные характеристики помещения. Итак, а сейчас давайте обратимся к стандарту церемонии поднятия и спуска государственного флага. Подъем государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Местом проведения церемонии может быть площадка перед образовательной организацией, актовый зал, спортивный зал или холл. Место проведения определяется климатическими и широтными условиями, конструктивными особенностями здания и спецификой образовательной организации. В осенне-зимний период рекомендовано проведение церемонии в помещении, а в весенне-летний период на открытой площадке. Место проведения определяется также по решению образовательной организации. Администрация образовательной организации также вправе определять категорию участников церемонии, например, учащиеся одной параллели класса. Но в классах, не принимающих участие в основной церемонии, на первом учебном занятии в день проведения церемонии преподаватель информирует о составе знаменной группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. Рекомендуется также в классах исполнение краткой версии, это куплет и припев государственного гимна Российской Федерации. Это относится к тем классам или группам, которые не участвуют в основной церемонии. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням истории, рекомендовано общее торжественное построение образовательной организации. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное администрацией образовательной организации. Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных особенностей места проведения. Для проведения церемонии формируется знаменная группа, состоящая из знаменосца и ассистентов. Количество ассистентов определяется условиями поднятия государственного флага. Если государственный флаг поднимается на флагштоке, то необходимо 4 ассистента, при использовании флага на древке 2 ассистента. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения. Итак, на все вопросы мы ответим, да, сейчас после основной части. Давайте перейдем непосредственно к церемониалу. Как организовать церемониал? Переключу. Итак, перед началом церемонии знаменной группе выдается государственный флаг Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема. Руководитель церемонии оглашает участников
участникам, кому и почему предоставлено право нести или поднимать государственный флаг. В начале церемонии руководитель дает команду для построения. Внимание! Под государственный флаг Российской Федерации смирно флаг нести. Далее знаменная группа выносит государственный флаг. Образовательная организация может сопроводить вынос государственного флага маршем. Важно, чтобы знаменная группа выдержала шаг в ногу, что предусматривает определенные предварительные тренировки и репетиции знаменной группы. Далее знаменная группа останавливается у флагштока. При использовании флага на древке у места установки флага разворачивается по команде направо и встает по стойке смирно лицом к участникам церемонии. Руководитель церемонии озвучивает команду «флаг поднять», если флаг поднимают на флагшток, или команду «флаг установить», если флаг устанавливают на подставку. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к флагштоку и быстро поднимается. Существует традиция подъема государственного флага, когда государственный флаг как будто взлетает. При использовании флага на древке он устанавливается в подставку. Поднятие государственного флага сопровождается исполнением государственного гимна Российской Федерации. После поднятия флага или установки на подставку знаменная группа встает по стойке смирно лицом к участникам церемонии. По завершении процедуры поднятия государственного флага руководитель церемонии произносит команду «Вольно». Церемония может продолжиться информационным блоком, определяемым конкретными условиями образовательной организации. Например, может оглашаться календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделе. В торжественных случаях церемония может включать исполнение художественных и литературных произведений и выступления приглашенных гостей. После завершения церемонии дается команда налево, и все участники последовательно вслед за руководителем церемонии покидают место проведения. Итак, это все, что касается церемонии поднятия флага. А сейчас предлагаю обратиться к церемонии спуска флага. Итак, церемония спуска государственного флага Российской Федерации осуществляется в конце каждой учебной недели по окончанию последнего учебного занятия или урока. В церемонии спуска участвует знаменная группа и представители администрации образовательной организации. Также в церемонии могут принять участие те обучающиеся, которым будет доверено поднять государственный флаг в начале следующей недели. Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску флага. Внимание, флаг спустить. Знаменосец приступает к спуску государственного флага или его выносу, если государственный флаг Российской Федерации на древке. Тут существует традиция медленного спуска государственного флага Российской Федерации при использовании флагштока. Если мы поднимаем флаг стремительно, как флаг взлетает, то спускаем мы его медленно. Знаменная группа выносит государственный флаг маршем нога в ногу и передает его дежурному для доставки в место хранения. Государственный флаг Российской Федерации хранится в образовательной организации в специально отведенном месте. Помещение, в котором оно располагается, должно иметь надлежащие условия для хранения. Это может быть школьный музей, учительская или кабинет директора. Давайте далее обратимся к порядку размещения государственного флага. Итак, при одновременном подъеме или размещении государственного флага Российской Федерации или флага субъекта, муниципального образования, общественного объединения, либо организации, флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом. Мы вот видим первую картинку на экране, если два флагштока у вас или два флага. При одновременном подъеме или размещении нечетного числа флагов государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, если у нас количество флагов нечетное.
А если у нас количество флагов четное, более 2, то он располагается левее центра. Мы тоже это видим на экране. При одновременном подъеме или размещении государственного флага Российской Федерации и других флагов размер других флагов, не может превышать размер государственного флага, а высота подъема государственного флага России не может быть меньше высоты подъема других флагов. В дни траура в верхней части древка государственного флага крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на флагштоке, приспускается до половины высоты флагштока. Тоже это видим на экране. Далее. Порядок размещения государственного герба Российской Федерации аналогичен правилам размещения флага. При одновременном размещении государственного герба Российской Федерации, герба субъекта, муниципального образования, образовательной организации или организации отдыха детей и их оздоровления, государственный герб Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба, если стоять к ним лицом. При одновременном размещении нечетного количества гербов или геральдических знаков государственный герб располагается в центре, а при размещении четного количества левее центра. При одновременном размещении государственного герба и других гербов размер герба субъекта Российской Федерации, муниципального образования, образовательной организации или организации отдыха детей и их оздоровления не может превышать размер государственного герба Российской Федерации. При этом государственный герб Российской Федерации не может быть размещен ниже других гербов. Это что касается размещения государственного герба. Далее. Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. При официальном исполнении государственного гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины без головных уборов. В случае, если исполнение государственного гимна сопровождается поднятием государственного флага, присутствующие поворачиваются к нему лицом. Государственный гимн России исполняется во время официальных церемоний подъема государственного флага и других официальных церемоний, при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению государственных органов и органов местного самоуправления, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам, в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях перед первым уроком, в день начала нового учебного года, а также во время проводимых торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также финальных этапов мероприятий образовательной организации, в том числе посвященных государственным и муниципальным праздникам. В организациях отдыха детей и их оздоровления в рамках церемонии открытия и закрытия смен, открытия и закрытия профильных фестивалей, спортивных соревнований в дни единых действий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и особо значимым датам. А также в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями. Использование государственных символов в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления должно отвечать приоритетным задачам воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам героев Отечества, закону и правопорядку. Государственные символы должны восприниматься обучающимися как ценность, иметь личностное значение для восприятия собственной принадлежности к государству и обществу.
В образовательных организациях не реже одного раза в год рекомендуется проведение урока по изучению государственных символов Российской Федерации. Изучение государственных символов рекомендуется осуществлять в рамках календарного плана воспитательной работы, особое внимание уделив празднованию следующих государственных праздников. Мы их видим на экране. Это День России, День государственного флага, День государственного герба, День Конституции и День утверждения федеральных законов от 25 декабря 2000 года о государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации. Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие праздничные даты, как, мы видим их на экране, День знаний, День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, праздник весны и труда, День Победы и региональные праздничные дни. В организациях отдыха детей и их оздоровления отмечаются следующие даты. Это День защиты детей, День русского языка, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День физкультурника, День государственного флага Российской Федерации и День российского кино. В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов, а также в рамках летней оздоровительной кампании рекомендуется исполнение государственного гимна, краткой или полной его версии, и поднятие государственного флага Российской Федерации. При изучении государственных символов Российской Федерации, включенных в содержание общего образования, необходимо основываться на преемственности содержания дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. Итак, ознакомление воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами России начинается через включение установленных знаков в пространственной образовательной среде детского сада. Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественного, эстетического, физического развития воспитанников может включать тематические компоненты о флаге, гербе, гимне, формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп. Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение стихов о родине и флаге способствует эмоциональному принятию и отождествлению государственных символов с историей своей семьи, малой родины и страны. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью которых является формирование представления о государственных символах России. В общеобразовательных организациях изучение государственной символики России является частью воспитания обучающихся и осуществляется в рамках предметных областей основных образовательных программ, внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания по каждому уровню образования — начального общего, основного общего и среднего общего образования. Образовательный процесс в единстве обучения и воспитания закономерно приводит каждого обучающегося к признанию ценности и уважения к гербу, флагу и гимну России как государственным символам своей Родины и огромной страны. Изучение государственных символов в организациях дополнительного образования может реализовываться в рамках дополнительных общеобразовательных программ и краткосрочных программ в форме ознакомительного экскурса в историю государственной символики и модулей программ. Организации дополнительного образования самостоятельно разрабатывают и реализуют дополнительные общеобразовательные программы, адресно направленные на гражданско-патриотическое воспитание, в том числе ориентированные на изучение государственной символики. В организациях отдыха детей и их оздоровления также рекомендуется еженедельное поднятие искусств государственного флага. Поднятие, как правило, осуществляется при церемонии открытия смены, открытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, дней единых действий и посвященных особо значимым датам. Спуск при церемонии закрытия смен, закрытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, окончания дней единых действий.
Установка и ориентация на ценности уважения государственных символов, знакомство на классных часах с правилами использования, специально или в контексте рассмотрения различных вопросов воспитания и обучения, соблюдение российского закона, в частности, ответственности за нарушение в использовании, порчу государственных символов России, способствует формированию нравственных качеств и гражданской идентичности обучающихся. Ну и далее представляю вашему вниманию список литературы по государственной символике. Презентация будет доступна для всех для скачивания, поэтому можете потом с литературой ознакомиться. И интернет-ресурсы для обучающихся. Ну а сейчас у нас были вопросы. Итак, презентацию мы вышлем. Здесь можно будет скачивать. Прямо здесь можно сейчас скачать, да, ее будет. Устанавливаем флаг во время... Ой, исчезли вопросы, да? Устанавливаем флаг во время звучания гимна. Вносим... Устанавливаем флаг тоже во время звучания гимна. Вносим флаг Республики Коми еженедельно. Два вопроса. Значит, вносим мы... Поднимаем флаг России, поднимаем флаг Республики Коми, устанавливаем во время звучания гимна флаг России во время звучания гимна Российской Федерации, флаг Республики Коми во время звучания гимна Республики Коми еженедельно, каждый понедельник перед первым учебным занятием. И спускаем флаг и уносим флаг, и тоже еженедельно, последний учебный день, последний урок или занятие. Дети должны исполнять гимн или достаточно его в записи? Я думаю, что дети должны исполнять гимн, да. Краткая версия гимна не исполняется или тоже надо исполнять? Ну, что такое краткая версия гимна? Это первый куплет и первый припев. Конечно же, мы его тоже исполняем. Напоминаем, уважаемые коллеги, что уже сейчас вы можете скачивать все материалы нашего сегодняшнего семинара, и где-то выше еще есть вопросы, Александр Павлович. Да, еще были вопросы. Вот. Уточните, пожалуйста, ассистенты что должны делать? Ассистенты выносят флаг. Если у нас флаг поднимается на флагшток, почему нам нужно 4 ассистента? Потому что они с каждого угла держат флаг. То есть сначала идет знаменосец главный, и 4 человека, они выносят флаг Российской Федерации. Если мы устанавливаем флаг на древке, то нам нужно будет 2 ассистента, которые знаменосец несет флаг, остальные 2 ассистента просто рядом с ним, позади него идут. Мы сейчас планируем записать или найти видеоролик, да, который смог бы нам наглядно показать вам, как это все организуется. К сожалению, сейчас пока мало практики. Стандарт церемониала только появился, и еще мало кто правильно по стандарту поднимает государственный флаг. Но я надеюсь, что скоро такое видео появится, и мы сможем всем продемонстрировать, как правильно провести процедуру, церемонию поднятия флага. Массовые мероприятия, ну, например, запрещены. Один класс присутствует при поднятии флага? Всегда в церемонии официальной, да, по усмотрению образовательной организации должны присутствовать дети. Кто это будет? Это вот образовательная организация решает сама. Может быть, это будет параллель какая-то детей, но будет сменяться, да, параллель классов. Может быть, класс. Знаменная группа выходит один раз. В таком случае у кого будет в это время флаг Республики Коми, если флаги поднимаются отдельно, а не вместе? Я думаю, что остальные флаги, если они установлены на флагштоке, они будут уже установлены, а флаг выносит знаменная группа только флаг Российской Федерации. Остальные флаги, если у вас есть, если поднимается флаг Республики Коми, флаг муниципалитета или флаг вашей образовательной организации, они уже должны быть установлены на флагштоке. Выносится только флаг Российской Федерации. Поднимаются отдельно, да.
Школа малокомплектная, дети 1 класса уходят домой раньше. Как провести церемонию выноса флага, если одни еще учатся, а другие уходят домой? Но это тоже на усмотрение образовательной организации. Вам нужно будет решить самим, как организовать, чтобы большее количество детей присутствовало. Там надо подумать, да, при спуске флага. Ну вообще, что нам говорит церемониал, что не обязательно спуск флага сопровождать такой же делать церемониал, как при поднятии флага. Достаточно просто, чтобы при спуске присутствовали знаменная группа и администрация образовательной организации. Вот это нам говорит стандарт церемониала. Не обязательно тоже звать всех детей на спуск флага. Спасибо, Екатерина Васильевна. Уважаемые коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Мы готовы ответить. Напоминаю вам, что сейчас вы уже можете скачивать все материалы, которые мы сегодня представили. Ну что, уважаемые коллеги, подходит к завершению наш семинар. Мы очень надеемся, что... вот еще вопрос, как правильно составить локальный акт? Какой именно? Локальный акт составить на оба флага или на один? Приказ. Приказ вообще не нужен. Локальных актов, пока приказов мы, по крайней мере, не видели об использовании госсимвола. У вас есть один разработанный церемониал. Зачем еще составлять другой? Внутренний приказ, видимо, Или вы хотите просто прописать ответственных за проведение этого мероприятия, но зачем же еще придумывать, значит, по флагам какие-то отдельные документы? Не надо. Если вы решили сделать локальный приказ об ответственных, которые будут за это в ответе, закрепите за ними именно реализацию того церемониала, который уже принят в России. Уважаемые коллеги, спасибо за вопросы. Благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашем семинаре. И поздравляем вас с началом учебного года. Желаем вам успехов, чтобы в ваших образовательных организациях кипела жизнь, чтобы детки пришли радостные в ваши школы, ну и вы тоже были очень радостные, что вернулись в родную работу и родную школу, в родную образовательную организацию. Что еще, Екатерина Васильевна? Вроде бы мы все сказали. Ну и 7 числа мы встречаемся с вами на следующем семинаре. До свидания. Всего доброго. до свидания.